Привет всем! Всем подписчикам и всем моим друзьям. Сегодня ездила в ветаптеку и купила тилозин. Ой, нашла новую ветаптеку, открыла для себя ее сегодня. Вот он, тилозин. Освечивает, вот он. Тут прям так и написано. Значит, для профилактики, для лечения инфекционного синусита индеек. Надо же. Вот я не знаю. Я счастливая, что сегодня купила. Набрала в шприц лекарства, пропоила. Сегодня вообще сильно был отек. Мы прочистили глазки и носик. Носик или клюв. Вот, налила я вот этого антибиотика ему. Отсвечивает, не видно ничего. Но мне кажется, чуть-чуть легче ему. Ну, прошло буквально, наверное, часа 3 с лишним. Очень за него переживаю. Он ручной. Вот я ему цыпленка отдала. Заразит, не знаю я. Но он только вот этот синусит в основном, я как поняла, у индеек, у индюков, индюшат. Вот цыплят ни одного не заразил он. А это у меня мальчик. Поэтому я за него больше переживаю. Вот ему насыпала корма для этих. Он вот практически не видит. Посмотрите, какие отеки. Ой, мамочки. Прям на ногу. Ветер. Ветер. Вот. Вот такие вот дела. Ну, будем теперь ждать результата. Тут написано на упаковке, если вдруг кому-то и нужно будет, чтобы никто не метался, как я. Тут вот написано так, даже для бройлеров и несушек. В течение 3 суток, индейкам в течение 5. Тут много от чего. Тут племенная птица, промышленная птица яичных пород, бройлеры, индейки. Вот 5 грамм. Тут и свиньи нарисованы, и петухи, и я не знаю, и индюки. Короче, подходят для всех. Так что, если вдруг кому-то нужно будет, у кого-то такая проблема, я давала этому индюшонку все, что можно было. Все, что нашла. Не знала, что нельзя давать витамины. Вот мне объяснил один блогер, вот написал, что нельзя, оказывается, больной птице, цыплятам давать витамины. Я не знала, я давала чиктоник. Вот такие вот дела. Удачного всем дня, всего хорошего, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, очень будет приятно. До свидания.